В эфире новости на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Коротко о главных темах этого выпуска. Вакцинация от COVID-19 продолжается. Среди районов республики есть как лидеры, так и отстающие по количеству привитых жителей. Как в столице региона идет строительство самого крупного объекта образования на всем Дальнем Востоке. В Якутской республиканской клинической больнице в честь Дня медицинского работника наградили наиболее отличившихся врачей. Сообщения о минировании здания Ил-Тумен оказались ложными. Работа парламента продолжается в штатном режиме. В 2 часа дня сотрудников, эвакуированных часом ранее, запустили в здание. Напомним, что сообщение о минировании поступило на электронную почту Конституционного суда. Всех сотрудников вывели из здания. К месту происшествия прибыли сотрудники полиции, МЧС, скорой помощи, а также газовой службы. Участок улицы Ярославского возле здания парламента был перекрыт. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности отправителей анонимного сообщения. На территории республики за минувшие сутки зарегистрировали 94 новых случая COVID-19. Как сообщила в ходе брифинга министр здравоохранения региона Елена Борисова, из них в Якутске выявили 59 случаев. В Алданском и Мегино-Кангаласском районах зарегистрированы по 6 заболевших. В Амгинском, Верхоянском, Мирнинском районах по 4. Также в Вилюйском и Намском районах выявили по 3 случая, а в Верхневилюйском – 2. Вчера поступила новая партия 3300, которая распределена по 5 районам нашей республики, где уже нулевые остатки. Хотелось бы отметить, что буквально вчера глава Минздрава Российской Федерации Мурашко сказал о том, что спутник Ви прошел все клинические испытания и сегодня подана документация на разрешение применения данной вакцины, в том числе и у беременных лиц. Поэтому возможно, что буквально, может, с июля месяца мы начнем защищать наших беременных от этой коварной инфекции. По состоянию на 18 июня получили первую вакцинацию всего 189 342 человека, а вторую – 149 094 человека. За сутки первый и второй компонент вакцины получили 5877 человек. 3 района лидера по количеству привитых от плана взрослого населения – это Аллайховский, Анабарский и Момский. А вот 3 района, где меньше всего вакцинированных – это Булунский, Нерюнгринский и Таттинский районы. Тем временем в Ленском районе отменили традиционное празднование Эсэха на фоне роста заболеваемости ковид. Принято решение о запрете проведения районного Эсэха в Биченче, праздника семейная рыбалка в Северной Нюе, а также всех городских и внутрипоселковых массовых мероприятий, сообщает Ленская администрация. Вручение аттестатов выпускникам школ проведут с соблюдением всех ограничительных мероприятий. Отмечается, что растет количество случаев госпитализации пациентов с коронавирусом. Особую опасность вызывают те пациенты, у которых много сопутствующих хронических заболеваний. На сегодняшний день 2 компонентами вакцины в Ленском районе привито чуть более 4000 человек. Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов в рамках форума «Демографическое развитие Дальнего Востока» рассказал, что за последних несколько лет удалось сократить отток населения с Дальнего Востока. В частности, он озвучил меры по сохранению людей на территории и привлечению граждан в регион. У нас есть формула 3 основных точек приложения наших усилий: вернуть, удержать, привлечь. Вернуть в первую очередь студентов, которые учились в вузах Центральной России. Мы хотели бы, чтобы они в максимальном количестве вернулись обратно. Привлечь новых людей и удержать тех, кто здесь есть, отметил Григорий Куранов. В столице региона строится самый крупный объект образования, который станет одним из первых как в республике, так и на всем Дальнем Востоке. Это школа на 990 мест, которая возводится в районе микрорайона Прометей. Объект планируют сдать в декабре 2022 года. Сегодня здесь ведутся монолитные каменные работы, а также завершается строительство котельной для отопления школы. Школа здесь строится в рамках национальной программы образования. В целом, сегодня на территории Якутии по данной программе ведутся строительные работы на 22 площадках. Это не только столица региона, но и районы Якутии. Реализация национального проекта образования находится на контроле Министерства строительства республики.
В этом году будут введены 15, из них это 4 школы. Эти школы, они расположены на территории разных районов, это Хангаласский, Устьялданский, Намский районы, и 2 школы, которые будут вводиться на следующий год, в том числе это школы, на которой мы сейчас расположены. В целом по инвестиционной программе предусмотрены средства 1 миллиард 700 миллионов, в том числе это средства федерального бюджета 1 миллиард 91 миллион. И на территории вот этой школы, это одна из самых больших у нас школ, 990 мест, общий объем финансирования составляет 1 миллиард 300 миллионов. В офисах «Мои документы» появилась новая услуга, которая называется «Учет лиц, относящихся к МНС». Что это за услуга и кому она нужна, нам расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров. Он сейчас на прямой связи со студией. Дмитрий, я тебя приветствую. Ждем от тебя всех подробностей. Иван, добрый день. Мы сейчас находимся в офисе «Мои документы» по Лермонтова 123. Именно здесь сегодня начинает старт приема документов для введения в регистрацию, для того, чтобы вносить людей, которые относятся к коренным малочисленным севера, в единый федеральный реестр. Как вы видите, сегодня в мероприятии принимают участие представители наших региональных властей, а также жители города Якутска. Первые у нас, получается, здесь народный депутат Елена Голомарева. Она будет подавать свою заявку для того, чтобы внести свои данные в этот единый федеральный реестр. А более подробно давайте мы сейчас дальше пройдем и спросим у консультанта вообще, какие документы для этого нужны и что дает вообще вот этот федеральный реестр для жителей нашей страны. Отметим, что заявку, чтобы вносить свои данные в этот федеральный список, можно уже с сегодняшнего дня подать во всех офисах «Мои документы». Еще раз здравствуйте. Айталина, расскажите более подробно об этой услуге. Здравствуйте еще раз. С сегодняшнего дня в центрах «Мои документы» по Республике Саха-Якутия начали прием по новой услуге, учет лиц, относящихся к коренным малочисленным народам России. Целью данной услуги является включение таких лиц в единый общероссийский реестр. То есть ранее такого общего реестра не было. Вот эта услуга появилась при заключении с Федеральным агентством по делам национальности России. Срок предоставления услуги 30 календарных дней плюс 3 рабочих дня. И в будущем планируется включение этой услуги в электронном виде в госуслугах. А смотрите, какие документы должен предоставить гражданин, который относится к МНС? Документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт, если человек уже старше 14 лет, и документ, который доказывает отношение данного человека к коренным малочисленным народам. И если заявитель будет еще предоставлять документы за члена своего семьи, то есть за ребенка своего, и свидетельство о рождении ребенка. Хорошо, спасибо. А я хочу отметить, что ранее такую заявку можно было подать только в столице нашей страны. То есть, получается, это нужно было съездить в Москву, лично подать документы и ждать несколько месяцев. Если бывали какие-то ошибки, то это нужно было повторно туда-сюда возвращать. Это было трудно. А сейчас, получается, с введением новой услуги в офисе «Мои документы», туда-сюда ездить уже не получится, не будет обязательным. На этом у меня все. Более подробно мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Дмитрий, я тебя благодарю. Напомню о новой услуге «Учет лиц, относящихся к МНС», которая появилась в офисах «Мои документы», нам рассказал наш корреспондент Дмитрий Тымыров. В Нерюнгри продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов. Данная программа позволила решить многолетнюю проблему – это замена лифтов. В план включены лифты, отработавшие 25 лет. Детали проводимых работ у Ирины Кичигиной. Большая часть работ по замене лифтового оборудования уже завершена. В этом году в рамках региональной программы будут заменены еще 18 лифтов в 9 многоквартирных домах. Из них замена 14 лифтов будет выполнена за счет средств на капитальный ремонт, которые аккумулируются на специальных счетах.
В основном это многоквартирные дома, управление и обслуживание которых осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис». На сегодняшний день уже заключен договор с подрядчиком из города Благовещенск. Вот они, значит, сейчас посмотрят, проведут демонтаж сначала старого оборудования, вот будут устанавливать новое, завезут оборудование, приедут специалисты. Вот в ближайшее время эта работа начнется. Вот осталось совсем немного, и у нас, в принципе, уже все лифты в городе будут в нормативном состоянии. Напомним, что всего на территории города 274 лифта, 12 из которых в домах новой застройки. Уже выполнены работы по замене 189 лифтов. Осталось заменить еще 32. В текущем году замена лифтового оборудования планируется в домах по улицам Южно-Якутская, Амосова, проспектам Дружбы народов и Мира. Ну ладно, я живу не так высоко и могу добраться пешком, но у нас есть маленькие дети, которые проживают на более высоких этажах, на 8-м, на 9-м, и, конечно, они очень нуждаются в лифте. Очень надеемся, кстати, что в этом году календарном начнется смена лифта, потому что уже, скажем, я так поняла, что какие-то финансовые вопросы решены, и вот осталось только дело, ну, скажем, организации. Лифт – это сложное и дорогое техническое оборудование. В среднем стоимость одного лифта вместе с работой составляет 3 миллиона 600 тысяч рублей, включая проектно-сметную документацию, проведение строительного контроля и экспертизу. Финансовая поддержка также предоставляется из бюджета республики по факту выполненных работ. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Сегодня в честь Дня медицинского работника в Якутской республиканской клинической больнице наградили 108 наиболее отличившихся медиков. На сегодняшний день больница – это многопрофильное специализированное лечебно-профилактическое учреждение на 820 круглосуточных коек. В ее составе современный перинатальный центр, специализированное отделение терапевтического профиля и региональный ковидный центр на 480 коек. Медработникам вручили почетные грамоты Министерства здравоохранения, нагрудные знаки «Отличник здравоохранения Российской Федерации», благодарности министра здравоохранения России, благодарности заместителя председателя Государственного собрания Илтумен, почетные грамоты Постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости. Отмечу, в этом году больнице исполняется 178 лет. Да, радостно, что нас отметили за наш труд, нас оценили. За это, конечно, большое спасибо и администрации больницы, Министерству здравоохранения Республики и Российской Федерации. И хотелось бы от всего коллектива нашего перинатального центра поздравить всю медицинскую общественность с нашим праздником. Несмотря ни на что, 21 июня Якутия отметит, хоть в основном и в онлайн-формате, главный национальный праздник лета. СЭХ невозможно представить без традиционной одежды, в которой отражаются культурные традиции народа. Как выбрать холодай и что означает цвет якутского женского платья, расскажет наш корреспондент. Александра Войтович руководит якутским танцевальным ансамблем. Ей приходится много работать на сцене, поэтому в национальных платьях знает толк. У девушки есть свое любимое. Платье, которое на мне, она была шита на заказ для больших особых мероприятий. И была шита как стилизованное, короткое платье, чтобы я носила ее в будние повседневные дни. Холодай – якутское женское платье. Спрос на него растет перед главным национальным праздником. На СЭХ девушки готовятся тщательно, поэтому в местных ателье Ленской заказы принимают за месяц. Уже сшито больше 15 платьев. Фасонов у холодаев, мне кажется, сегодня очень много. Но мы чаще шьем традиционно, потому что они дешевле. А если он другого фасона, то у него цена возрастает до 15 тысяч. Цена, во-первых, зависит от фасона. То есть и от стоимости ткани. Если традиционный холодай, у него меньше элементов, но вот пришитая тесьма, то получается он как бы дороже. А если просто из муара, есть такой шелк муар, то он получается у нас где-то 7-800. Первоначально цвет наряда не имел значения. Платье шилось из натуральных материалов – ситец, полотно, шелк. Имел значение только декор. Затем выбор ткани стал больше. Появились разные фактуры и виды окрашивания. Цвет стал одним из главных средств выразительности костюма.
В якутском костюме, как правило, использовались белый, синий и черный цвета. Они означают солнце, небо и землю. На мне сейчас красный холодай, цвет крови. Он олицетворяет душу и жизненную силу. На празднике встречается вся палитра, что символично для встречи якутского лета. Так что неважно, какого цвета ваш холодай, главное помнить, что национальный костюм – это лицо народа. Дарья Боискорова, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». К этому часу пока все новости. Мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале и не забывайте о необходимости носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах.